Это унижение и оскорбление человека и его достоинства. Чаще всего буллинг происходит между одноклассниками или учащимися школы. Различается три вида буллинга – физический, вербальный и социальный буллинг. Вербальная разновидность буллинга включает в себя унижение, насмешки, угрозы и клевету. Для того, чтобы избежать буллинга, вам помогут следующие правила. Старайтесь не обращать внимания на словесный буллинг. Сразу выявляйте обидчиков и игнорируйте их. Не бойтесь постоять за себя или за другого. Социальная разновидность буллинга – игнорирование, исключение из группы, воровство или порча имущества жертвы. Боже, опять это идет. Как с ней вообще можно общаться? Ну реально, вы ее вообще видели? Ничего не красит. Вообще согласна, странная какая-то. Она знает, что такое косметолог. Мы ее не чтили, не принесли ее, видели. В натуре. Если на вас оказывается давление со стороны ваших одноклассников или учащихся школы, то немедленно нужно обращаться к учителям, родителям или любому взрослому. Основная причина буллинга – это страх быть оторванным от коллектива. Травля в школе в основном характерна для учеников начальной и средней школы, когда группа имеет для человека наибольшее значение. Буллинг приводит к тому, что жертва теряет уверенность в себе. Также это негативное явление может стать причиной возникновения разной тяжести психических отклонений, психосоматических заболеваний и даже явиться причиной самоубийства.